Здравствуйте! В эфире телеканал Тува-24. С вами Алтын Казбуян, и я расскажу вам об основных событиях на сегодня. Пандемия повлияла на всех. Особенно тяжело приходится индивидуальным предпринимателям. В целях поддержки Министерством экономики Тувы предоставляется субсидия на выплаты заработной платы работникам малого и среднего бизнеса. Как и куда подать заявление и какова сумма субсидий, узнавала Инна Клоян. Все меры поддержки, разработанные органами власти республики, оказывают положительное влияние на сохранение и развитие бизнеса в Туве. Всего на 8 сентября текущего года поступило заявок от 334 предпринимателей. Всего рассмотрено комиссией 122 заявки. Соглашение о предоставлении субсидий подписано 290 получателям. Это 103 предпринимателя и их 187 работников на общую сумму 3 миллиона 710 тысяч рублей. К сожалению, некоторые предприниматели направляют неполный пакет документов, к примеру, указывают некорректные расчетные счета, либо не направляют копии паспортов. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичной компенсации затрат получателей поддержки в период ограничительных мероприятий, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников, оплату страховых взносов и налогов предпринимателя, оплаты аренды помещения. Кроме того, что субсидии пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства будут предоставляться не одноразово, а на весь период ограничительных мероприятий, то есть если ограничение длилось 2 месяца, то, соответственно, предприниматели получат субсидии в размере одного оборота, а это 12 792 рубля на каждого официально трудоустроенного работника в двойном размере. Насколько своевременно помощь от государства, поинтересовались мы у получателей субсидий. Зашла на сайт Министерства экономики, нашла перечень документов, которые требовались. И, в общем-то, особого там ничего сложного не было. Документы я быстро собрала и подала на сайт. Министерство экономики со мной связались, получила поддержку на субсидирование работникам. Их у меня 5. И получается, 1 сентября мне пришли деньги за 5 сотрудников, которые, в общем, я и распорядилась этими деньгами, перечислила своим сотрудникам. Такая поддержка помогает справиться с трудностями, перед которыми предприниматели столкнулись. Наше предприятие работало в августе месяце в ограниченном режиме. И поэтому в августе месяце наше предприятие подала заявку в Министерство экономики Республики Тыва на получение субсидии. В сентябре месяце данная субсидия была получена, за что мы очень благодарны. Как у всех предпринимателей, у нас имеются определенные проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг, с оплатой аренды помещений. Поэтому данная субсидия в данной ситуации нам очень помогла. В период пандемии благодаря Министерству экономики мы получили субсидии. Спасибо правительству за поддержку. Для того, чтобы получить субсидии, важно правильно подать документы, иначе денежные средства просто не поступят. Уважаемые предприниматели, для того, чтобы получить субсидии в размере 1 МРОТ, вам нужно подать заявку на официальном сайте Министерства экономики Республики Тыва, а также на сайте инфраструктуры поддержки бизнеса мойбизнес17.рф. Хотел бы акцентировать внимание на то, что некоторые предприниматели при подаче документов предоставляют неполный пакет документов. Нужно учитывать это, так как наша комиссия рассматривается только те документы, которые указаны непосредственно на информационном портале Министерства экономики Республики Тыва. Каждый предприниматель, подавший заявку на получение субсидий, получит 12 792 рубля на каждого работника. Инна Клоян, Чайхан-Дангак, Кузел Сарыксарен, Тува-24. В связи с тем, что в Туве ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной, в целях защиты жизни и здоровья людей все мероприятия, приуроченные ко Дню города, пройдут в дистанционном режиме. Подробнее расскажет представитель мэрии Кызыла. Мэрией города Кызыла уже утвержден план мероприятий. Некоторые мероприятия, такие как награждение, это у нас конкурс «Цветочный Кызыл», «Удачный дачник», а также награждение благодарственными и почетными грамотами пройдут у нас 10 и 11 сентября в здании мэрии с учетом всех профилактических мер. Какие мероприятия хотелось бы отметить? Это история столицы устами жителей города Кызыла.
где наши жители могут из уст общественных, а также заслуженных деятелей услышать историю о развитии города, как он развивался, о событиях, о людях, судьбы, которые были связаны с нашей столицей. Наши концерты, тематические книжные полки, все пройдет в дистанционном режиме. Ссылки на эти мероприятия, основные мероприятия, вы можете ознакомиться на официальных ресурсах подведомственных учреждений и мэрии города Кызыла. Спортивные мероприятия также у нас идут в дистанционном режиме. 11 сентября, в День города, объявляется акция по бесплатному проезду для жителей пенсионного возраста, всех жителей пенсионного возраста на автобусах Кызылгортранса. Обязательное условие – это предъявление пенсионного удостоверения. 15 миллионов рублей потеряли жители нашей республики, став кирпичиками в финансовой пирамиде. С 2019 года до июля текущего года казанская компания «Финика» по всей России лишила людей миллионов рублей. Подробнее в материале Сайгына Бюрбю. Акционеры компании «Финика», как и вкладчики печально известного МММ, искренне верили, что действительно могут разбогатеть в кратчайшие сроки. А ведь о том, что данная компания имеет все признаки финансовой пирамиды, задолго до его краха предупреждал Центральный банк России. Есть несколько признаков, по которым можно отличить мошенников. Это массированная агрессивная реклама в интернете, в социальных сетях, обещание высокой доходности. А также самое главное – это отсутствие лицензии Банка России на данный вид деятельности. Именно по такой схеме от имени компании «Финика» в Туве действовала местная жительница, которая обещала своим вкладчикам высокую прибыль в 20-30%. Как было сказано в одной умной книге, и тут Остапа понесло. Сумма вкладов исчислялась миллионами. Отрезвление к людям пришло, когда на их счета перестали поступать проценты от вложенных денег, а потом ими и вовсе отказали в возврате вложенных капиталов. На сегодняшний день в органы внутренних дел поступило обращение от 21 пострадавшего. Общая сумма ущерба, причиненная мошенническими действиями, превысила 15 миллионов рублей. По 12 заявлениям возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». А люди, попавшие на удочку мошенницы, остались с огромными долгами, ведь несли в «Финика» кредитные займы. А теперь в наличии имеют лишь огромные долги по банковским обязательствам. Любая финансовая организация состоит в реестре Банка России и либо имеет соответствующую лицензию. Прежде чем инвестировать свои деньги, необходимо внимательно проверить информацию об организации на сайте Банка России. Либо просто посмотреть в разрешительных документациях информацию о ее лицензии. Сделать это можно просто в мобильном приложении ЦБ онлайн. Если компании нет в списках, то мы рекомендуем отказаться от ее услуг. В настоящее время в отношении фигурантки применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В рамках уголовного дела проводятся соответствующие процессуальные и следственные действия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города Кызыла. Уважаемые граждане, кто пострадал от мошеннических действий представителей компании «Финика», просим обращаться в управление МВД России по городу Кызылу, в следственное управление, либо в любой орган внутренних дел по месту жительства. Сайгын Бюрбю, Буяна Юн, Кузел, Цариксарян, Тува 24. Владислав Ховалых выразил глубокое соболезнование в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Николаевича Зиничева. Очень заслуженный и уважаемый человек, ему было всего 55 лет. Евгений Николаевич погиб во время учений, спасая человека. Свою жизнь он посвятил защите безопасности Родины и спасению человеческих жизней. Искренне соболезную его родным, близким, коллегам, российским спасателям, написал в РИО главы Тувы в своем микроблоге. По поручению в РИО главы Тувы 48 миллионов рублей выделено из федеральной субсидии на благоустройство прилегающих территорий 10 многоквартирных домов Кызыла, в том числе на улице Иркутская. По мнению Владислава Ховалыга, с которым наверняка согласится большинство жителей, откладывать благоустройство придомовых территорий нельзя ни в коем случае. До конца строительного сезона будут отремонтированы самые запущенные дворы в разных микрорайонах столицы. В России идет досрочное голосование, в котором принимают участие жители отдаленных районов. О том, как организованы выборы на территории республики, рассказали в избирательной комиссии Тувы. Тему продолжит Айдана Ховалык.
По данным избирательной комиссии Тувы, в досрочном голосовании примут участие около 11 тысяч человек, проживающих и работающих в отдаленных местностях республики. Это 4,8% от общего количества избирателей. На предстоящих выборах жители республики будут выбирать главу председателя правительства Республики Тыва, депутатов Государственной Думы, а также депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Как сообщили в избиркоме Тувы, досрочное голосование началось с труднодоступного Терехольского Кажуна. С 9 числа у нас в республике началось досрочное голосование в труднодоступных, отдаленных в соответствии с нашим постановлением. К этим местностям у нас относится порядка 11 648 человек. В 17 кажунах будет проходить голосование труда, кроме города Кызыла и города Гдаурака. Высокогорные села, животноводческие стоянки, метеостанции, оленеводческие стойбища, погранзаставы имеются в большинстве муниципальных образований республики. Именно поэтому для организации досрочного голосования задействованы различные виды транспорта. С членами участковых избирательных комиссий выезжают наблюдатели, а также сотрудники правоохранительных органов. Процедура досрочного голосования пройдет с соблюдением санитарных норм. Комплекс обработки избирательных, это у нас будут стоять на 20 УИКах, которые, и мы приглашаем наших избирателей 17, 18, 19 прийти на УИКи свои и проголосовать. Голосование, еще раз напоминаю, будет происходить с 8 часов утра до 8 часов вечера. Всего в предстоящих выборах на 78 избирательных участках с возможностью онлайн-контроля примут участие более 1000 независимых наблюдателей. В основные дни голосования 17 и 18 сентября учащиеся, чьи учебные заведения задействованы в качестве УИКов, будут переведены на дистанционный режим. Айдана Холы, Чайхан Дунгак, Миранергит, Тува-24. В конце августа в Уфе финишировал 9-й национальный чемпионат «Молодые профессионалы». Из нескольких миллионов участников в финал прошло около 2000 конкурсантов, а обладателями призовых мест стали 315. Один из них – наш земляк Алим Иргит. Соревнования проходили по более чем 100 профессиональным компетенциям, разделенным на 7 блоков. Алим Иргит принимал участие в номинации «Столярное дело». На национальном финале по столярному делу я делал русский стол. Задание было на 20 часов, и требования были сделать все без зазоров, аккуратно и попасть там в размер. Алим – студент 3-го курса Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса. Для себя он уже определился со специальностью станочник деревообрабатывающих станков. Чувствуется, что молодой человек увлечен своим ремеслом, что, пожалуй, и явилось стимулом для участия в чемпионате молодых профессионалов. Расскажи, Алим, с чего все началось? Сначала с региональных чемпионатов. Первый раз участвовал, второе место. Второй раз на следующий год, уже первое. Потом получил квалификацию для участия на отборочные соревнования, и там прошел отбор. А после уже летом, в конце августа, на национальный финал по всей России участвовал. Когда Алим позвонил отцу и сообщил, что ему удалось войти в число финалистов 9-го национального чемпионата World Skills Russia, и ему до финиша остался один шаг, Шоран Иргит, папа будущего призера, был невероятно рад и горд за сына, но и очень взволнован. Я очень волновался и переживал за сына. Молился богам, небу, обрызгивал землю молоком, совершая подношение духам природы, чтобы они помогли сыну. Очень рад, что он отстоял честь своего техникума и оправдал наши надежды. Финальные соревнования национального чемпионата проводились в столице Башкирии, городе Уфа. Вселенная мастеров гордится тобой. Гордится каждым из вас. Планета World Skills готова встречать новых чемпионов. В компетенции «Столярное дело» вместе с Алимом участвовало 10 конкурсантов. Задание было известно заранее, но на самом соревновании в него были внесены значительные изменения, что усложняло выполнение заданий. Тяжело было? Да, тяжело. 20 часов на 3 дня разделили его, и физически, морально устаешь. В день по сколько часов? День в первый, второй день по 7 часов, а на третий, последний 5 часов давалось. Алим признался, что когда на вручении наград он услышал свою фамилию, то сначала не поверил, ведь до самого конца имена призеров держали в тайне от участников. Победители в компетенции «Столярное дело». Алим Иргит, Тюменская область. Томская область, простите. Линский, Краснодарский край. Герман Пегов, Москва и Артур Климов,
Сейчас Алим Иргид, который, к слову, выступал от Томской области, приехал на краткие каникулы домой. По возвращению в техникум победителя ожидает награда от губернатора Томской области. Поздравляем! Сайган Бербёч, Айхан Донгак, Кузел, Сарыксерен, Тува-24. И снова о цене на уголь. Жители республики уже покупают его по новой сниженной цене. В зависимости от расстояния до угольного разреза цена везде разная. И вот здесь-то у многих возникают вопросы, на которые попыталась ответить наша съемочная группа. К нам в редакцию обратилась жительница села Байхак, которая планирует купить уголь по сниженной цене. Как и все рачительные хозяйки, перед покупкой она провела мониторинг местного рынка сбыта черного золота и обнаружила, что цена на топливо снизилась, но не на 476 рублей, а на меньшую сумму. Расчет у женщины простой. В прошлом году она отдала за тонну угля 3800 рублей. Сейчас у перекупщиков он стоит 3500. Это если 5 тонн купить, это еще 1000, на тонну, 4200 получается. Вот мы и пытаемся сейчас без угля, и все смотрят, кто как. Плюс еще бензин подорожал, говорят, поэтому какой уголь будет, даже не знаем. Сейчас открыла, читаю, 3500. Но с доставкой или не с доставкой еще не звонила. Даже если на 400 с чем-то рублей понизили, все равно скинули только 300 рублей наши. Сейчас все смотрят, пишут комментарии и не знают, за какую цену же мы в этом году купим уголь. Да, действительно, расценки на уголь в зависимости от расстояния разные, и люди путаются, пояснили в Министерстве топлива и энергетики. По цене 2220 рублей за тонну уголь можно приобрести непосредственно на Кахемском и Чаданском разрезах. С учетом доставки топлива по самой демократичной цене можно приобрести на муниципальных топливных складах. Постановление о розничной цене угля для населения со складов будет утверждено на этой неделе. В городе Кызыле на топливном складе уголь будет стоить за тонну 2507 рублей, а вот отдаленных, допустим, если брать Мугураксы, там будет тонна стоить 4490 рублей. И рядом Игонбюрен, то есть Кызылхая, там уголь будет стоить 5054 рубля. А еще отдаленные, если в примере взять, допустим, Верзинский Гожон, в Верзине на муниципальном топливном складе будет стоить уголь 3766 рублей. И, соответственно, Самогалтая 3444 рубля. Также по расчетам, основанным на постановлении правительства, в Кызыле цена угля в мешках не может быть больше 125 рублей. Чтобы не допустить необоснованного завышения цен, Министерство топлива, служба по тарифам, налоговые органы, а также полиция еженедельно будут проводить выездные проверки. Эта проверка осуществляется совместно с службой по тарифам, наше министерство, налоговый орган, полиция, то есть сотрудники полиции осуществляют выезды в каждый топливный склад и проверяет в первую очередь это соответствие с данным постановлением, которое я озвучил, чтобы стоимости они не завышали установленной стоимости. Кроме того, проверяется наличие топлива, остатки на складах и функционирование самого склада проверяется. В принципе, план-график уже подписан, и поэтому буквально с сентября, то есть завтра, то есть с 8 сентября уже начинается проверка соответствия графика. Уголь наш, а покупаем втридорого. Сетовали жители республики перед каждой зимой. Несправедливая цена больно ударяла по семейному бюджету. По признанию людей, снижение цены на уголь – самое значимое событие этого года. Мен сөзі судан келгенде көмірте чик болған, чик көмір тежеге бере, чик көмір санады деп алып тұрмаса. Клен өлт прибычлагы жонга дейк көрлен. Кажется, чиген кіріп не могу не жить, как сад придет телевизор дыңнадым я. Инде келдім орынчак чиге беген дейнем. Да, эткенде там көмірін 3500 кб часиктерін сатып тұрған болсам орынчак чик деп жатыр. Екі деп жатыр. Аха. Менге арғалы көз 3 толмады деді. Меккелене. Кажешь, как барғандар? Дегенің үйдістідір бе? Меккелене анда баға жүдіп чигеп тұрырызы. Өз тұрырыз. Чиген басаған біздің пенсионерін валитаска екіле.
Главное, лед тронулся, резюмируют люди. Население и власти республики едины во мнении, что сейчас необходимо закрепить достигнутые результаты и взять под жесткий контроль соблюдение новых цен. Алдын Казбуян, Буян Уюн, Кузелсарых Сарен, Тува 24. За 8 месяцев этого года на дорогах республики произошло около 300 автоаварий, в которых погибло 68 человек. Статистика свидетельствует о том, что участились ДТП с участием пьяных лихачей. Безопасность на дорогах республики в рамках круглого стола обсудили на базе штаба общественной поддержки «Единой России». Именно по вине пьяных водителей в этом году произошло 73 ДТП, и это на 14% больше, чем в прошлом году. В результате таких пьяных автоаварий скончалось 18 человек. Особую тревогу вызывает именно ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. В этом году зарегистрировано 73 пьяных ДТП, аналогичный период 64, рост на 14%. В результате которых получили ранения 112 участников дорожного движения, небольшое снижение на 9%. Также по вине водителей, которые отказались от прохождения медицинского свидетельства, мы понимаем, что они тоже находились в нетрезвом состоянии, зарегистрировано 10 ДТП, аналогичный период 11, в которых погибших не зарегистрировано, и 11 человек получили ранения, аналогичный период 19. Превышение скорости – одна из самых частых причин ДТП. В Туве продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря проекту в регионе все меньше убитых участков. Как показывает практика, зачастую на ровной и отремонтированной трассе водителям все больше хочется разогнаться. И, к сожалению, превышение скорости не приводит ни к чему хорошему. В 2019-2020 году в рамках вышеуказанных программ на территории республики в нормативное состояние приведено более 108 километров автомобильных дорог, в том числе на дорогах республики 76 километров и местных дорогах 31 километр дороги. А на текущий отчетный период Министерством дорожно-транспортного комплекса проводится работа на 26 объектах, на региональных 9 объектов, а в Кызылской агломерации 13 объектов. Сегодняшние школьники – это будущие участники дорожного движения. Самое главное – многие станут водителями. Поэтому очень важно ключевые знания прививать с детства. Так, в школах республики в рамках дополнительного образования функционируют кружки юных инспекторов движения. Так, за этот год мы провели 4 республиканских конкурса с охватом 8246 человек, 10 выездных информационно-просветительских мероприятий по безопасности дорожного движения с охватом 1263. Республиканские 4 профилактические акции по безопасности с охватом 20 тысяч человек. Онлайн-тестирование с охватом 4500, а один республиканский семинар с охватом 95. Эти все мероприятия мы проводим со своими коллегами, участниками с ГИБДД и так далее. Далее мы в школах, в 73 школах создали 149 родительских патрулей. Они проводят свою работу в основном темное время суток, то есть вечернее время, утреннее время возле школ. Безопасность на дорогах республики – главная тема круглого стола. Для стабилизации ситуации на дорогах профильными ведомствами были внесены свои предложения и рекомендации. Хотел бы подчеркнуть о том, что действительно по части работы по теме пьяных водителей в здравоохранении, допустим, надо дополнительные алкотесты или там дополнительные медицинские работники, наркологи, специалисты и так далее, которые в своих рекомендациях мы написали, чтобы они в кратчайшие сроки смогли обеспечить. Со стороны Министерства образования поступают очень хорошие дельные тоже предложения, о том, чтобы нам надо усилять все-таки профилактическую работу, разъяснительную работу среди наших детей, и начиная с дошкольного образовательных учреждений. И действительно, мы понимаем, что дети с самого малого возраста, когда им объясняешь, они это понимают, они это воспринимают и очень хорошо исполняют, и это у них остается на всю оставшуюся жизнь.
На встрече было озвучено, что в Туве значительно увеличилось количество автомашин. Сейчас их насчитывается около 100 тысяч. Немаловажную роль на дорогах играет и поведение самих участников дорожного движения, соблюдение так называемого дорожного этикета. Взаимное уважение на дороге и соблюдение простых правил сохраняет жизни. Хочется подчеркнуть, что очень много людей получают серьезные травмы вследствие того, что они не пристегиваются. Поэтому в качестве предложения по снижению травматизма я бы хотел все-таки, может быть, Андрей Васильевич, проводится работа по увеличению количества камер на дорогах. Я раньше, когда был руководителем травмцентра, у нас совместные мероприятия всегда проводились, акции какие-то, обучение первой помощи на дорогах. Подобное, наверное, надо продолжать. За 8 месяцев этого года на дорогах республики погибли 68 человек, причем 43% всех автоаварий зарегистрировано в Кызыле. Айрасат, Владимир Суртюк, Ангар Оржак, Тува-24. Эфир телеканала подходит к концу. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Пусть завтра будет лучше, чем сегодня.